Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Около 1100 домов затоплено в Гагарском районе после проливных дождей. Сегодня почти все выпуски мировых новостей начинаются с сообщения о стихийных бедствиях. В чем же причина? Интернет-портал Сочи-24 публикует статьи об Абхазии в искаженном виде, которые не соответствуют действительности. Около 1100 домов затоплено в Гагарском районе после проливных дождей. Подтопило 3 села, 1 поселок и частично город Гагра. Подмыло участки железнодорожных путей, пришлось приостановить движение поездов. В отдельных местностях есть проблемы с подачей электроэнергии. Утром 10 июля район стихийного бедствия посетили президент Асламджани и премьер-министр Александр Анкваб. В администрации района прошло совещание, посвященное экстренным мерам по преодолению последствий стихии, после чего Асламджани посетил пострадавшие села. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Еще вчера улицы Гагры были похожи на одну большую бурную реку. Благодаря слаженной работе коммунальщиков, сотрудников МЧС, МВД, ГИМС, милиции ситуацию удалось стабилизировать. На месте находится глава государства Аслан Бжани. Масштабы урона пока сложно оценить, но одно ясно точно – ущерб нанесен колоссальный. В результате ливня затопило около 1100 домовладений. Пострадали государственные учреждения, Дом культуры города Пицунда, детсад Мрамза, насосные станции, отдел Бзыбской милиции, другие объекты. К тому же разбиты дороги. В данный момент участковые селами глав проверяют эти все дома. В каком состоянии оценить еще невозможно эти последствия, какая сумма там. Идет работа откачивания воды на первых этажах у людей, в подвалах. Идет расчистка, задействованы 7 тракторов, 15 КАМАЗов, около 200 рабочей силы. Так. Коммуникация транспортная восстановлена, движение? Движение восстановлено, нигде остановок не было. Вчера единственное из-за пробки в поселке Бзыб, где 2 новые заправки подорожник, очень много намыло балласта, и проезд был закрыт на 2 часа. Но в течение 2-3 часов с сотрудниками ГАИ, все было с сотрудниками МЧС, дорога была открыта. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате ливневых дождей туристку из Москвы унесло течением реки Бзыб. В данный момент сотрудники МЧС занимаются ее поисками. Затопило трансформаторы. Уже вторые сутки местами. Женщины еще не могли пока найти. Вот. А так больше потерь жертв нет. А в каком месте это? Это вот река Бзыб, здесь ближе к Пицунде, к морю. Даутский район, село Гора. Да. Они жили там, отдыхали? Они отдыхали, но муж здесь, они с мужем, с женой были, и, как говорят очевидцы, ее река унесло. Затопило трансформаторы. Уже вторые сутки местами люди остаются без света. Ремонт некоторых объектов энергетики в данный момент опасен для жизни. Несмотря на это, работы продолжаются. Пока вода стоит в подвалах, в многоэтажных домах и жилых домах, сотрудники Черноморэнерго ЖЭС не могут работать. Сейчас воду будут откачивать и потом уже приступят. Частично свет подают, да. А какое количество зданий домовладения обесточено примерно? Сколько? Есть какие-то? И кемпинг полностью обесточенный. Вот сейчас воду откачиваю. МЧС мы попросили машины, помпы, откачиваем, будем пробовать в течение дня. Если кабель где-то не поврежден, мы включим. Пока в воде мы не можем включать. К концу дня планируете подать электроэнергию? В Висотках, да. У нас повреждение в Лидзаве где-то 1,5 километра. Полностью снесло линию. Сейчас занимаются частично. Вот где повреждение, вот выше откинут и сюда население, чтобы свет подать.
Сегодня Черноморэнерго 20 опор, техника, которая там у них была, буровая, трактор, зам генерального директора, одну бригаду работников прислали, все занимаются. Затопило и насосную станцию в селе Псахара. Без воды какое количество На людей? данный момент, да. Астамурович, на данный момент сколько? Сахара серьезная, потому что там один трансформатор снесло, вот этот речка, опоры снесло, в общем, кабель, вот этот чернозем, переход, где кабель тоже снесло, но занимается, я не знаю, что получится, может частично. Попробуем, постараемся ход насосную запитать, в первую очередь, посмотрим, что получится. В Сахаре насосную полностью затопило. Вот сейчас вот доступ вроде уже есть к ней, и оценим, какой урон нанесен ей. Ну, моторы все были залиты водой. Полностью ее потопило вчера. Около 70 номеров затопило, людей переселили в другие номера. Проблем нету, пострадавших нету. Единственное, что проблема с трансформатором. Ночью он был затоплен, осушили. Сейчас он работает. В случае продолжения дождей не исключено, что курорт Пицунда может остаться без энергоснабжения. Пострадала дорога к озеру Рица. От 7 до 17 километра Бзыбского ущелья сошло 6 селей. На одном из участков обрушилась подпорная стена. Пострадавших нет. Вчера к 5 было 40 километров, сходы в нескольких местах, 100 километров, 8 километр, 12 километр. Достаточно много было породы нанесено, но технику подвезли и уже к 5, к половине 6 восстановили дорогу. А дорожное полотно разрушено сильно? Дорожное полотно не разрушено, но придется проверить все искусственные сооружения, потому что дебит воды очень большой. Надо проверить все обода, все опоры и другие места, потому что есть опасность того, что вода все-таки могла подмыть где-то. Сегодня дорога закрыта, регламентные работы проводятся. Техника есть, люди есть. Будем надеяться, что полотно в основном целое. Хотя удар мощнейший был. И воды, и породы. Это грязь, камни разных размеров, стволы огромных деревьев. После совещания президент вместе с главой района направился в пострадавшие села, пообщался с жителями и гостями. Вот так сейчас выглядит асфальт в селе Галахадзе. Затоплены дома. Работает спецтехника. Как обстановка? Ужасно. Старые жители говорят, никогда такое не видели. Это село Лдза. Жители до сих пор пытаются убрать воду с первых этажей своих домов. Дождь не прекращается, как вы видите, уже вторые сутки льет непрерывно. В результате также пострадало 250 автомобилей. И вот вы видите, один из них за моей спиной находится. Местные жители села Лдза, района рыбзавода, сильно пострадали. Ну не голодные? Здравствуйте. Здравствуйте. А где хозяева? В дом зашла вода? Да, зашла. На первый этаж, да? На первый этаж затопила, да. Понятно. Долго там она была вода? Ну как, до сих пор есть. Да. Ваши гости разъехались? Конечно, Все уехали, да? Полгода ждут дорогу, чтобы делали, чтобы уехали тоже. И чтобы приехали тоже, правильно? Дорогу дойдет, еще и приедут. Мы будем очень рады, даже да, звонят. вы гостей не отпускайте пока. Успокойте их, да, просите, чтобы не уехали. Все, кто возмущаются, россияне сюда приехали, Да. они делают неправильно. Потому что нужно пожалеть тех, кто тут остается. Мы уедем, Все нормально. и все. Это же, Все восстановится. это А мы неприятно. вернемся обязательно. Через 2 дня все будет чисто. Да. Все, да. Мы вернемся. Туристы этой гостиницы рассказывают, что чудом спаслись. Хозяева сами не... Что-то поломалось? Там сено унесло, там чудом не погибли дети. Там прямо змея в Благо все соседнем живы, доме. это самое главное. Самое главное. Все, этими вопросами занимаемся. Сегодня к вам заедут тоже трактора, не У нас переживайте.
Президент дал поручение обеспечить жителей и туристов питьевой водой и едой. Значит, обстановка, вы ее видите какая. Вода нанесла существенный урон, большое количество транспорта испорчено, имущество повреждено, коммуникации повреждены. Компетентные органы этим занимаются, соответствующие службы нацеленно работают. Местные органы госвласти принимают необходимые меры. В ограниченные сроки все будет исправлено. Там количество дней я не могу вам назвать, но в сжатые сроки все будет исправлено, будет подана вода, будет подано электричество, дороги будут восстановлены. Несколько дней будут дожди, сегодня, завтра, потом все мы исправим. Никого мы не оставим один на один с бедой. Это, собственно говоря, наша политика, и мы этим давно занимаемся. Сильно пострадал поселок Бзыпта. Потоком воды на улицу вынесла мебель, даже огромный чан для изготовления вина. Ну, ничего, это помогут вам обратно отпустить. Мы приедем, все восстановим, не переживайте, все будет хорошо. Неожиданно хажлит хакутканым, хоть хажку гихау хаздырцу, мы не знаем, где они вообще. В дом вода вообще зашла так неожиданно, что мы растерянные, детей всех отправила. Сама вот так в воде стояла, просто сейчас вода ушла. Арух, кутка, птичку, асджибая, загедзигает, одним словом, все. Мой труд весь пропал, ну, лишь бы мы живы остались, вот и все. В дом вода зашла? В тот дом зашла полностью, где кухня, холодильник, диван, миван, в общем, все. Если можно, пожалуйста. Железнодорожное движение приостановлено. Ливень смыл более 200 метров пути. Бригады РУП АЖД вторые сутки ведут работы на местах. Да, это серьезная проблема. Президент выразил благодарность спасателям и службам, которые работают в данный момент на местах. Он подчеркнул, что государство примет все необходимые меры для восстановления пострадавших районов. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Вторые сутки сотрудники МЧС занимаются ликвидацией последствий стихии. В Гагарском районе вода постепенно уходит, оставляя после себя ил, камни, поврежденные мебель и технику. Спасатели откачивают воду, очищают ливневые стоки и при необходимости оказывают помощь населению. Вторые сутки сотрудники МЧС Абхазии устраняют последствия стихии в Гагарском районе. Основная задача спасателей – откачка воды из подтопленных помещений, очистка ливневых стоков и при необходимости подвоз населению чистой питьевой воды. А накануне весь личный состав ПСО Гагарского района, а также дополнительные силы МЧС Абхазии работали в зоне стихийного бедствия. Сильный ливень привел к серьезным подтоплениям в районе, фактически заблокировав движение автотранспорта. Для оперативной оценки масштабов происшествия министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня совершил облет затопленной территории. Непогода стала причиной чрезвычайных ситуаций и в других районах Абхазии. В Гулрыбском районе у Ольгинских водопадов группа туристов оказалась отрезанной мощными потоками воды. Сотрудники пожарно-спасательного отряда города Сухум по веревочной переправе и на спецтранспорте вызволили из водной ловушки 10 туристов и 3 местных граждан, доставив затем их в столицу. 19 человек были эвакуированы спасателями из летнего лагеря в селе Мюссера. В селе Агараки Гудаутского района, а также в ущелье реки Бзыб в Рицинском национальном реликтовом парке сошли селевые потоки и перекрыли транспортное сообщение. Расчистка дорог ведется со вчерашнего дня. В районе села Лохадзе Гагарского района мать с ребенком, отдыхавших в одном из отелей, потоками воды стала уносить в море. Однако благодаря усилиям и бесстрашию очевидцев происшествия мать и ребенок были спасены. Министр туризма Тимураз Хижба порекомендовал закрыть на время все пляжи Абхазии из-за непогоды. Министр подчеркнул, что это необходимо сделать для безопасности жителей и гостей страны. О том, что нужно воздержаться от купания в море, говорят и специалисты СЭС. Также не рекомендуется пить воду из крана. Лучше пить кипяченую воду или же использовать бутилированную.
От ливней пострадал и Учимчирский район. Из-за подъема уровня воды в реках размыло проселочные дороги и мосты в селах Члоу, Маркула, Моква, Лашкиндар. Около 1,5 десятков домов повреждены. Ущерб, который нанесла стихия, еще предстоит оценить. Сегодня почти все выпуски мировых новостей начинаются с сообщения о стихийных бедствиях. Одни страдают от засухи, другие от постоянных наводнений. Где-то установилась аномальная жара и горят леса, где-то люди замерзают от низких температур. К сожалению, и Абхазия не стала исключением. С чем это связано и возможно ли противостоять стихии? Репортаж Сария Кварцхеля. Изменение климата – это серьезная и нарастающая угроза благополучию человечества и здоровой планете. Количество экстремальных явлений беспрецедентно за всю историю наблюдений и будет расти по мере усиления глобального потепления. Из-за климатических изменений крупные мегаполисы по всему миру подвергаются повышенному риску наводнений, отметил директор Института экологии АНА Роман Дбар. Все эти события в последнее время стали учащаться. И главная причина, конечно же, это глобальное потепление климата. Глобальное потепление имеет самые разные формы проявления. Одно из них, конечно, это экстремальные осадки. Это связано в первую очередь с тем, что с поверхности морей и океанов испаряется гораздо больше воды, и, соответственно, в атмосфере она не может удерживаться долгое время. И при возникновении особых условий, как, например, столкновение теплых воздушных масс, насыщенных влагой, с холодными воздушными массами, происходит выпадение осадков. И мы наблюдали это в течение последних 2 дней на территории Абхазии, это было и в Сочи, которое привело к таким вот катастрофическим событиям. Судя по характеру, это где-то были 1,5-месячные нормы, которые выпали за несколько часов. Эти события происходят по всему миру, и это связано, естественно, с глобальным изменением климата. Возникает вопрос, можно ли этого избежать. Это трудно, но возможно, говорит Роман Дбар. Все страны мира сегодня заняты созданием концепции адаптации к изменению климата. К этому относятся все сферы деятельности человека, от сельского хозяйства до строительства и норм проектирования. Вот мы говорим, произошли экстремальные события, но на самом деле у нас число метеостанций, которые исключительно поставлены Институтом экологии, они недостаточны для того, чтобы охватить всю территорию Абхазии. И нужна государственная программа по созданию такой метеорологической сети и гидрологических постов на реках. Во время строительства и проектирования строительства необходимо производить изыскания, которые отвечают на вопрос, можно ли здесь строить, нельзя ли здесь строить, сколько времени, с какой периодичностью происходят экстремальные погодные явления и события, к которым нужно соответствующим образом, адаптировать инженерные сооружения. Плюс ко всему, в пределах населенных пунктов все водотоки, речки, речушки у нас заваливаются мусором. И этот мусор становится у нас фактором, который наносит колоссальный ущерб во время паводков. А он забивает мостовые переходы, мосты превращаются у нас в дамбы, вода переливается через них, заходит в населенные пункты и наносит огромный ущерб. Роман Дбар привел в пример Кадор, самую быструю полноводную реку Абхазии. Эколог отмечает, что в период половодья река представляет немалую опасность для близлежащих территорий, выходя из берегов и подтапливая домовладения и участки. Она не раз наносила ущерб сельхозугодьям и имуществу жителей сел Адюбжа, Уарча, Кацекет. Поэтому было принято решение провести работы по выпрямлению русла реки. К счастью, буквально за 2 дня до начала этого паводка, который был самый мощный в этом году, они успели закончить работы, и река поднялась, и она вошла в новое русло, и таким образом она не нанесла ущерб селам, спокойно вышла в море, не нанеся никакого ущерба ни сельскохозяйственным угодьям, ни жилым постройкам. Это пример того, что все нужно делать вовремя, что нужно вовремя принимать соответствующие решения, выделять необходимые средства для минимизации последствий, связанных с изменением климата. Климат будет меняться.
но мы должны тоже измениться в своем подходе к решению данной проблемы. При создании службы мониторинга возможно за несколько часов определить, какие стихии нас ожидают. Тогда будет возможность к ним подготовиться и предупредить муниципальные службы, МЧС и население. Это снизит последствия от катастрофических событий и явлений, добавил Роман Дбар. Помимо создания сетей метеорологических станций, необходимо подготовить специалистов. В этом году только один человек защитил магистерскую диссертацию в АГУ. Конечно, нужно на малых реках, текущие через населенные пункты, ставить специальную систему предупреждения о повышении уровня. Наш институт сейчас как раз занимается этой проблемой и в данный конкретный момент. Но это делается с источниками, совершенно не связанными с государственными источниками. Это источники, которые мы сами нашли. Все, что связано сегодня с изменением климата, невозможно в конкретном случае предусмотреть по каждому локальному участку или же по каждому событию. Поэтому нужно принимать именно стратегию, то есть то, что делает нас готовыми к возможным негативным развитиям событий по всей республике. Фактически большая часть снежного покрова, которая оставалась после зимы в горах, уже растаяла. Поэтому на крупных реках больших паводков не ожидается. Во всяком случае, до конца года, подчеркивает Роман Дбар. Однако на малых реках подобного рода события могут повторяться, так как это носит локальный характер. Сария Кварцхеля, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Небольшое возгорание произошло в Сухуми днем 10 июля в районе 3-й городской бани. Местные жители вызвали пожарных, которые прибыли буквально в считанные минуты. Как оказалось, загорелся бытовой мусор, здание не пострадало. К другим новостям. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Абхазией и Россией о двойном гражданстве, сообщает медиацентр МИД. Соглашение предусматривает, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой. Также предусматривается, что лица, обладавшие гражданством Абхазии на 26 августа 2008 года и сохранившие его до сих пор, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Те, кто состоит в гражданстве обеих стран, пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они постоянно проживают. По такому же принципу действует призыв на военную службу. При этом граждане, уже отслужившие в одной стране, освобождаются от призыва во второй. Что касается гражданства детей до 14 лет, то они получают гражданство родителей. На сайте сочинского городского интернет-портала «Сочи-24» появляются статьи об Абхазии в искаженном виде, которые не соответствуют действительности. В этих публикациях туристы якобы делятся своим опытом путешествия в Абхазию и рассказывают о трудностях, с которыми здесь сталкиваются. К примеру, в одной из статей говорится о языковом барьере, что осложнило общение туриста с местными жителями, так как граждане республики владеют лишь абхазскими и грузинским языками. Другой проблемой якобы стала местная валюта. Абхазский абсар. Говорится, что во многих заведениях принимают не российские рубли, а только местную валюту. В другой публикации турист не рекомендует отдых в Абхазии по причине ненадежного и малоприятного менталитета. Наши корреспонденты связались с редактором сетевого издания «Сочи-24», однако комментировать ситуацию они отказались. В 7-минутной беседе заверили, что подобного рода публикации больше не появятся на сайте. Остается лишь догадываться, с какой целью данный информресурс публикует на своих страницах дискредитирующую Абхазию информацию. Мы будем и далее отслеживать публикации на сайте Сочинского городского интернет-портала. В минувшие выходные в столице отметили День города. Сухуму исполнилось 2507 лет. Городской администрацией была подготовлена обширная развлекательная программа как для взрослых, так и для детей. В народных гуляниях принял участие президент республики Аслан Джани, а также гости делегации из Москвы, Казани, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Краснодара, Донецка и Луганска, прибывшие в столицу на торжественные мероприятия. Сразу после новостей смотрите обзорный материал о пребывании в Сухуми гостей из России, а также о том, как столица отметила день рождения. Также в нашей сегодняшней программе концерт, посвященный Дню города Сухум, который прошел 8 июля в Абхазской государственной филармонии. И в завершении выпуска о погоде. По
сообщению Гидрометцентра, во вторник 11 июля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-20, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.